Парк Первомайский в Калининском районе Уфы создали в 1991 году. Он растянулся за Домом культуры «Моторостроитель» на территории между улицами Орджоникидзе, Машиностроителей и Черниковской. Парк Первомайский быстро стал популярным местом отдыха для уфимцев, но в последние годы его состояние было далеко не лучшим. В 2019 году по поручению главы Башкортостана Ради Хабирова строители приступили к реконструкции парка Первомайский. В октябре 2020-го пора подводить итоги. Реконструкция парка, сравнительно молодой парк, 91 года рождения, он, скажем так. Средства муниципального бюджета, общий объем 28 тысяч квадратных метров мы выполнили беговых дорожек, велодорожек, потом зону воркаута переделали полностью, универсальная спортивная площадка, сцену обустроили полностью. Далее там вот покажем вам зону для выгула собак отдельно прям приготовили. Причем я сказал две сделать. Одну для крупных собак. Большая действительно проблема. Они потом не могут по-нормальному. Полностью переделали рулонный газон, порядка 50 тысяч квадратов, системы полива. 3000 квадратных метров площадь зеркала нашего водоема. Это карстовый, а этот водоем 28 тысяч кубометров. Армен, сколько вытащили отсюда грузовиков грязи? Было 4 метра глубина, углубляли до 11 метра. 580 только машин грязи сняли оттуда. Делали глиновый замок. Что только не было. Вот эти шины, холодильники. Потом габионами все это обкладывали. И вот амфитеатр построили уже капитальным монолитом. Каждое утро с 7 часов народ начинается. Вот эта тема, она по стране сейчас вообще хорошо идет. Тогда же, помните, говорили, у нас проблема-то была. Вот, пенсионеры не знают, чем заняться. Да. А вот это движение вообще мощно. Они общаются, спортом занимаются. По кругу парка для скандинавской ходьбы, вот по кругу есть специальная дорожка. Сколько получается? Километр 700. 600, да, километр 700. Километр 700, да. Это хорошо. Это уже прилично. Владимир Владимирович, 3 минутки ролик буквально. То, что было, как работы велись. Парк Первомайский – уникальный парк для Башкирии. Созданный в 90-е годы, он практически не менялся на протяжении почти 30 лет. Но в 2019 году было принято решение сделать Первомайский одним из лучших уфимских парков. Сегодня это современное, комфортное городское пространство. На берегу пруда высажены вечно зеленые можжевельники. Построена терраса с покрытием из лиственницы, по которой можно пройти вдвоем. Естественный рельеф местности использован для создания амфитеатра на 600 мест, откуда открывается вид на фонтан с подсветкой, расположенный в центре пруда, и на сцену. В парке построена первая в городе площадка для выгула и дрессировки собак. Появились тропа здоровья и велодорожка. Сделано новое освещение и видеонаблюдение. Wi-Fi. Высажены более 700 деревьев крупномеров и кустов различных пород. Тротуары покрыты гранитной брусчаткой, асфальтом и лиственницей, в том числе доступные для маломобильных граждан. Парк Первомайский. Пространство для прогулок и игр, радости и открытий, встреч и счастья. Салют. Вот видите, они разделенные. Вот одна, вот вторая. Они разделенные, чтобы тоже очень востребованная уже площадка, то есть люди приходят, это целое общество выходит. Вот мы стараемся в парках, где белое место, обязательно. Потоки разводить надо, люди с собаками, люди без них. Да, у них отдельно там вход,
еще с другой стороны. Сейчас вот, да, вот сейчас мы заходим на детские площадки. Вот это у нас аллея Молодожен, который вот идет от ЗАГСа вот наш. А где ЗАГС? Вот он ЗАГС как раз вот тут. Вот ЗАГС, это, да. Мы специально сделали тоже самое. Переход. И вот так, да? Да, да, да. И вот видите, вот эти, они ночью горят. А так вот две игровые площадки для маленьких и для постарше вот здесь. Вы тут, я так понял, и рыбу пустили? Да, рыбы уже все здесь освоились, полностью уже все здесь. А уровень здесь воды постоянный у нас, он подпитываем снизу. Здесь, когда вычищали. Ага. Вода пока не притягивает, а летом будет... Рыба уже тоже освоилась. Зарыбили, да? Да, стаи целые ходят здесь. Зиму выдержит, нет? Надо потом, наверное, подкрашивать его. Если все нормально там пропитали. Это масло же. Это озеро, которое, вот ива, которая, вот она напротив нас. Сохранили ее, да? То есть вот Птиц много было, но не пролетят потом. На данной конструкции также можно посмотреть транспорт, прибывающий на ближайший остановочный комплекс. Здесь настроено сейчас на администрацию Калининского района, что находится буквально в 150 метрах. Да. Это текущий режим прибытия транспорта. То есть любой человек, гуляющий по парку, может посмотреть, через какое время ему стоит подойти на остановочный комплекс, чтобы добраться до нужного района. Можно также построить маршруты. Ну, например, стандартно даже Уфа-Арена, да. Можно немножечко подвигать карту, увеличить, понять, где мы находимся. Ну и посмотреть, соответственно, как нам пройти вот до остановки. И показано, сколько ориентировочное время в пути, какими маршрутами общественного транспорта можно воспользоваться. Также есть, естественно, переход и информация на сайт правительства, где можно посмотреть полностью всю новостную ленту, то есть о деятельности. То же самое с сайтом администрации города. Вот. И в будущем можно сделать пополнение карты Алга. А платформа обратной связи, что? 112 куда можно граждане будет. могут, да? Да. Вот. Да, вам спасибо огромное. Всего доброго. там фонтан, находится перед дворцом культуры. Да, Вот это вот получится. Вот сколько в районе 11 живет? гектар. Сколько в районе? 208 тысяч у нас здесь живет. Вот это город, Северная по сути. часть города. Это промышленный район, здесь промышленная часть. Это вот рабочие промышленных предприятий, Все такие работают люди, на труженики. УФО, заводчане. Ну и самое главное потом содержание, поддержание всего всей этой истории. Первую зиму проходили, то есть уже бережно к этому относимся. Дирекция парка есть, то есть мы это здесь... А, он уже зимой стоял? Да, вот часть, вся эта часть. Мы с прошлого года, да, его делаем. Здесь еще кафе, да, где-то? Да, это правая часть парка, там у нас, да, вот Там будет кафе, отдыха, беседки, хорошее там тоже будет кафе, всё. там мы и одно еще летнее кафе, И летнее вот кафе, рядом вот, да, с левая детским часть такой парка, вот. составной Это обязательно. Конечно, потому что люди уже сюда, когда будут приходить, Чай, кофе. Как вам Башкортостан, как вам наше благоустройство? Ну, очень хорошее пространство, прекрасный парк, вот, который мы сейчас посмотрели. Вот, потому что очень большая площадь, а всегда, когда есть такая площадь, то есть возможности для творчества. Вот, и очень важно, что есть возможности для активного отдыха, есть возможность, где можно просто хорошо прогуляться, посидеть, отдохнуть. Вот, видим, что людям пожилого возраста очень нравится скандинавская ходьба, круг.
1,5 километра, что тоже дает возможность насладиться здесь и активным отдыхом. Ну и самое главное, что и деревья сохранены, то есть естественный рельеф. Поэтому мне кажется, что данный парк будет востребован жителями, которые здесь проживают. Ну и что очень важно, конечно, это прекрасные детские площадки. Потому что детям всегда нужен активный отдых, чтобы они двигались постоянно. Можем мы рассчитывать на то, что вы в других городах расскажете о нашем примере? Конечно. Конечно, будем рассказывать. Мы всегда с удовольствием, где бываем на других территориях, про положительные практики во всех субъектах Российской Федерации. И на наших встречах в министерстве об этом говорим, и на рабочих совещаниях, и когда лучшие практики делаем. Постоянно делаем альбомы лучших практик, распространяем среди других субъектов Российской Федерации. Там очень много проектов, в том числе и проекты Башкортостана. Спасибо, ждем вас всегда у нас в гости. Спасибо. Вот, Владимир, прям мы, можно сказать, сюда душу, сердце отдали. Объем классно будет. Да. Не зря, не зря. Вот я говорю, вот здесь вот столько народу, вот сейчас потеплеет. Здравствуйте. Здравствуйте.